награда и с этой званием чемпиона. Как готовился к Олимпиаде? Какую цель ставил перед собой, перед Олимпиадой? Спасибо большое, хвала Всевышнему. Я не ставлю цели. Хочется, конечно, стать олимпийским чемпионом, войти в историю. Но таких целей я никогда не ставлю. Я не заглядываю вперед. Мы готовимся и уповаем на Всевышнего. Вот такие у нас планы всегда. Как прошел соревнование? Какие впечатления? Честно говоря, думал, долго будет. Да, на одном дыхании все прошло. Весь день на одном дыхании прошел, хоть и между боями по 3 часа был перерыв. Хвала Всевышнему, все очень быстро прошло. До сегодняшнего дня у нашей команды не было золотой медали, в смысле всех олимпийцев. Это какое-то психологическое давление не оказывало на себя? Как ты можешь Конечно, сказать? оказывал, да. Мне говорили, что надо, но я не то чтобы я не мотивировался этим или еще что-то. Я уповаю на Всевышнего и готовлюсь. Да. Тренер тоже много помог по воле Всевышнего. Все по чуть-чуть сделали большой вклад. Что можешь сказать о сопернике в финале? Очень высокий, тяжелый соперник. Я ему в начале года проигрывал. Что могу сказать, да, по воле Всевышнего выиграл. Старался. Как ты строил борьбу свою? Видно было, что как-то ты настораживаешься вначале. Ну, нельзя было с ним драться. Тренер это знал, и тренер дал установку мне, я ее четко выполнил. И все, был момент, и хвала Всевышнему, я не упустил этот момент, зацепил его в голову 2 раза, и все, и держал дальше. Что почувствовал, когда ты был на первом месте в пьедестале почета? Гордость за свою страну, не знаю, не передать это же словами. Просто очень приятно на душе мне было. То, что я, можно сказать, долго шел к этому и мало верил в это, но алхамдулилля. Последний традиционный вопрос. Кому посвящается эта победа? Матери, отцу, покойному отцу и матери. Радик, ты сказал, что у тебя нога болела. Да. Да, у тебя нога болела. Как-то был страх после первого боя, у тебя нога болела? Был страх, что он как-то до тебя помешает? Просто я все забываю во время боя. Ну, бывают сильные травмы, но хвала Всевышнему, не сильная травма была. Чуть в бою разогрелся и уже забываешь про ногу. Только после боя опять вспоминаешь, что нога болит у тебя. И ты сказал, что коллекционер твоих медалей твоя мама. Да, все забирает она. И она вот эту медаль заберет, ты отдашь ей эту медаль или Конечно, оставишь? я даже спорить не буду с ней. Все мама забирает у меня. Медали, кубки у нее в комнате в спальне лежат. Спасибо, поздравляем. Большое спасибо вам. И вас тоже поздравляю. Переведи, пожалуйста, медаль. Вот так, вот так, вот так. Двое это сниму.